Оксана Пушкина, гость программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Мы работаем на форуме «Территория женского счастья» и будем подводить прямо сейчас в прямом эфире итоги первого рабочего дня. Оксана Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос немного издалека. Мы, конечно, в последние годы следим за вашей законотворческой деятельностью, да, но также мы помним, что вы были ведущей программы «Женский взгляд» с Оксаной Пушкиной. Женский взгляд. В чем его отличие от мужского? И вот как вы понимаете роль женщины? Мне кажется, женский взгляд – это всегда свет в конце тоннеля, это всегда позитив и анализ. Почему? Ситуации. Ну, потому что мы склонны анализировать женщины, мы склонны анализировать, чтобы все-таки докопаться до истины. И все-таки, в отличие от некоторых людей противоположного пола, мы не имеем права уйти в депрессию, мы не можем расслабиться, потому что всегда за нами генетически в тканях в наших забота о поколении, о потомстве, о детях, о внуках и так далее. Поэтому, мне кажется, женский взгляд, он всегда это про продуктив и про позитив. Изменилась ли жизнь женщин в России вот за последние десятилетия? Мне кажется, молодое поколение выросло очень самостоятельным, очень свободным. Я не могу сказать, что молодые ребята, ну, я вам так скажу, 25, 30, 35. У нас же мы возраст теперь подняли, у нас молодежь теперь 35 лет. Вот. Но, тем не менее, они встречают вызовы времени очень жесткие. Это и шовинизм, и ксенофобия, и гомофобия, и чего только нет. И милитаризм. Да, мы все что-то готовимся к войне, кругом враги. И это не самое спокойное время, в общем-то. Поэтому у них свои проблемы. Пандемия. Я думала, надо же, как повезло вот поколению-то, а нет. Вот, поэтому, мне кажется, надо поддерживать всячески и все-таки пытаться разобраться, как вместе нам строить наше будущее. Не вы отдельно, а мы отдельно. Потому что у меня есть ощущение, когда я общаюсь сегодня, меня приглашают в университеты, и я общаюсь с первым, вторым, третьим курсом, то, конечно, у меня есть ощущение, что, например, законодательные, законотворческие органы у нас отдельно, а жизнь вообще про другое. Всегда была отцы и дети проблема, всегда, но сегодня она как-то наиболее яркая, очевидно проявилась. Потому что дети, у меня внучка с 3 лет в гаджете. И я не собираюсь отрывать ее от этого. Я хочу, чтобы этот гаджет служил ей в помощь. А ведь, чего греха таить, многие из моего поколения люди, которые отрывают, убирают и говорят, что все, зло в интернете. Да нет, все не так. Поэтому вот, а как нужны такие площадки, как, например, территория женского счастья? Хорошая площадка – территория смыслов. Вот, собственно, надо разговаривать. Вообще искусство коммуникации на сегодняшний день мы забыли про него, про этот навык. А сегодня, в 21 веке, это необходимо. Мы перестали разговаривать, мы перестали слышать друг друга, мы перестали слушать. Мы все про все знаем и навешиваем ярлыки. Вот, поэтому, мне кажется, слушать, слышать и побольше общаться. Наша жизнь – это бесконечный диалог между мужчиной и женщиной. Сегодня республиканские СМИ вас очень активно цитируют, особенно заявление о том, что проект «Территория женского счастья», который родился здесь, в Башкортостане, автором идейным вдохновителем является супруга главы Башкортостана Карина Хабирова. Ваше мнение, что можно масштабировать даже на всю страну. Почему вы так считаете? Я даже думаю, что международный проект может быть. Вот я сегодня внимательно слушала темы, которые мы поднимали. Это и женское здоровье, и психологическое здоровье, дети-инвалиды. Это те темы, которые волнуют мир. И на самом деле, мне кажется, хватит уже друг друга пугать, запугивать. Ну, мы и так крутые, мы это знаем. Но у нас самое крутое оружие. Мы так защищены, что лучше не подходите. Мы все это знаем. Давайте искать, как мне кажется, в политике точки для соприкосновений. В этом смысле женский взгляд, назовите как угодно, территория женского счастья – это те позитивные темы, которые объединяют мир, которые объединяют женщин. Поэтому если бы сегодня мы включились, я не знаю, там, в скандинавские страны присоединились бы к нам, Америка, Китай, нам было бы о чем поговорить. Вот если мужчины, кроме стрелялок и пыхтелок, им больше не о чем говорить, и кто круче, то как раз у женщин есть темы. Поэтому нас используйте, парни.
Это вот мой призыв к политике, и почему я считаю, что женщины должны идти в политику, не занимать места, которые так плотно уже заняты мужчинами, но те вещи, которые мы имеем и имеем возможность высказать и помочь, генерально помочь, не просто как костылек, а генерально предложить повестку, как дальше развиваться в стране. Мне кажется, вот на территории женского счастья в Башкортостане можно отрабатывать все эти повестки, можно выходить в прямой эфир. Вы сказали, что женщинам нужно идти в политику. А какой эффект это может дать? Это большее развитие социальной сферы, да? Либо что-то еще? Вы все ответили на свой вопрос. Это именно так. И это, опять же, не милитаристский подход к любой проблеме. Безусловно, это на созидание политика. Мы нуждаемся сегодня в ней. Не только мы, мир. Но если мир работает на гендерное равенство везде, то у нас от слова «феминизм» всех трясет, мужчин. Между тем, парни, разберитесь. Ничего плохого в этом нет. Про фем-движение – это как раз в помощь. Это как раз, надо сказать, вот с законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия, ведь у меня сегодня в единомышленниках немало мужчин, и из Башкортостана в том числе. Они папы девочек. Вот, понимаете, поэтому это ведь люди, я говорю именно люди, не мужчины и женщины, это люди, которые про здравый смысл. И для меня этот законопроект, это не просто законопроект вот профильный. Для меня это начало какого-то нового этапа в нашей стране, взаимоотношений между людьми, правил взаимоотношений в семье, в коллективе, в конце концов. Да? Мы слишком уже перешли черту агрессивных таких манер. Нам как-то надо останавливаться, иначе мы получим не одно школьное убийство, ведь дети абсолютно копируют взаимоотношения наши, родительские. Они все выносят, то, что у них есть в семьях, они все выносят туда, наружу. И свою агрессию, особенно дети раздоров семейных. Поэтому нам есть о чем говорить. И говорить надо на равных в семье, а не тот, кто сильный, тот и главный. Нет, все же, ребята, все поменялось. Не надо выяснять отношения, кто главный. Период мирового экономического кризиса, он нивелировал роли в семье, и это неплохо и нехорошо, это данность. Мы должны учиться существовать абсолютно на равных, не враждуя, а помогая друг другу. И ничего страшного, если мужчина встанет к плите, потому что он потерял работу, а ребенка надо воспитывать на какой-то период, а жена встанет и пойдет зарабатывать деньги. И это нормально. А если сегодня это осуждается твоими же сотоварками по цеху или сотоварниками, как я говорю, то это плохо. Поэтому материалы про это, телевизионные, там, печатные, интернет-издания, нужно рассказывать об этом. Я думаю, вот это, я так вижу будущее, оно такое. Сегодня на форуме обсуждались семейные ценности, реализация женщины в работе и многие другие темы. А вот какие интересные заявления услышали вы? Мне интересно все, что касается особенных детей. Это моя тема. Я ее давно веду, еще когда я была уполномоченным правом ребенка в Московской области. И опять же я говорю, что эта тема мировая. У нас в стране 40% детей рождаются с ВОЗ, да, с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому об этом надо думать. И как с этими детьми дальше быть и жить с ними в обществе. И об этом сегодня мы говорили. И у вас есть очень хорошие примеры того, как поднимать этих детей, как их социализировать. Но я могу сказать, что аутизм скоро уже, какие-то степени аутизма не будут диагнозом. И эти дети, как никто другой, с гаджетами, с искусственным интеллектом очень хорошо взаимодействуют. Поэтому в данном случае привлекать их и социализировать, и чтобы они работали на свою родину, в этом плане они лучше, чем мы ориентируемся в этом мире. Об этом надо думать, это надо изучать, это надо прогнозировать и так далее, и так далее. Поэтому мне это было любопытно. Все остальное мне показалось где-то вторично, где-то не ново, но я хочу все-таки еще сказать, что я нахожусь в мусульманской стране, да, и в стране, вот по Фрейду, в регионе, и я вам хочу сказать, что для меня я испытываю невероятную гордость от своего профсоюза женского, потому что
но они просто невероятные, эти женщины Башкортостана. Вы, в смысле, вы очень уверенные в себе, вы все понимаете, вы очень позитивны, вы очень доброжелательны и вы очень действенны. Вот не просто поболтать. И мне кажется, вам повезло все-таки с губернатором и с его половиной. Я немало сделала работ про пары, про президентов, про глав, про их жен. Иногда, знаете, такое вот типа, какая тема сейчас модна? Ну давай. Ту тему, которую подняла Карине, она не популярна сегодня. Особенно в вашем регионе, я имею в виду мусульманском. И тем не менее, она ее сделала, и сегодня потрясающая организация, я вот искренне вам говорю, ни одно столичное мероприятие не может сравниться так по таймингу, по качеству картинки, вообще по качеству всего, что происходит здесь. Поэтому она большая молодец. И я вот просто сказала, что я всегда рядом. Мой опыт, мы не дружим. Это не та история, когда, мы дружим. Нет, я ее очень уважаю за то, что она делает. Оксана Викторовна, и последний вопрос. Если женщина хочет быть счастливой, то с чего ей нужно начать? Вот ваше мнение. Мир поменялся, как я уже сказала. Мне кажется, все-таки женщина должна как можно раньше себя понять. Будет ли это мама, которая с ней ведет душевные беседы? Будут ли это какие-то интернет-курсы? Сейчас же очень много этой коучей. Найди себе коуча, как я говорю. А вообще просто человек должен быть искренен, чтобы почувствовать, чего нужно-то. Если ты хочешь детей, рожай. И тогда ты будешь понимать, что ты же когда хочешь, у тебя задача, ты присматриваешься к человеку, с кем бы ты хотела иметь детей. Если ты хочешь быть телеведущей, журналистом или еще кем-то, врачом, а может президентом, тогда ты должна понимать, что у тебя должна быть подготовка соответствующая. Я единственное могу сказать, что все сдвинулось. 30-летняя сегодня и незамужняя женщина – это норма, это не изгой. А 35-летняя без детей – это тоже не обделенка по жизни. Это нормально. Мы выглядим иначе сегодня. У нас все, природа с нами. Поэтому все сдвигается, и так много времени можно потратить на самообразование. А вот оно как раз и подскажет, куда дальше. Главное – быть любопытным. Вот чтобы не терять любопытство, вот это нужно прям мотивировать в себе. Любопытство и желание учиться. Я думаю, эти качества есть в каждой женщине. Да? Спасибо большое, Оксана Викторовна. Оксана Пушкина была гостем программы «Интервью». Мы работали на форуме «Территория женского счастья».